ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Декабрь в России – традиционное время подведения итогов. Для нашего города отрезок 2015-2016 был очень богат на события. Особенно бурной стала социально-политическая жизнь, чего стоит только смена за 1,5 года 3 градоначальников. Что ж, подведем итоги их правления. В конце прошлого 2015-го Ухту покинул руководивший городом 2 года Игорь Михель. Москвич запомнился всем милой улыбкой, активной страницей в соцсети и обещаниями при вступлении в должность остаться здесь надолго. Особенно нравилось Игорю Николаевичу блистать перед камерами. На вручении ключей семьям, получившим евроипотечные квартиры, созвали всех журналистов. Я бы хотел, чтобы у нас таких домов было больше. И людей, которые получают квартиры по таким условиям, особенно сегодня, когда мы знаем, какая экономическая ситуация в целом у нас в обществе, тоже было бы больше. В первую очередь это были бы работники нашей бюджетной сферы. Правда, после торжественной церемонии едва ли не на следующий день, в канун Нового года, в семиэтажке отключили лифт. Его, к слову, ввели в эксплуатацию через несколько недель. Но на этом проблемы дома для бюджетников не закончились. Ни тротуаров, ни нормального пешеходного перехода, ни общественного транспорта. Так до сих пор, уже 2 года. Объясняют это ошибками в проекте. Чем думали, когда затевали стройку, неясно. А еще Михель, можно сказать, заложил новую улицу. Хотели назвать в честь Довлатова. Этот вариант выиграл в опросе на страничке градоначальника ВКонтакте. Но в итоге с легкой руки общественников порешали дать имя Победы. Назвать одну из улиц 70 лет Победы. Мы были бы первыми и в республике. И второе, для чего ее? Я уже неоднократно говорю, что сегодня должно появиться место, где мы должны также поминать всех тех ветеранов, которые ушли от нас в мирное время. Жаль, что при выборе названия еще не существующей улицы все забыли, что оно ей уже дано. Это улица имени героя Александра Алексеева. Ну раз уж в администрации решили, значит так тому и быть. Будущую улицу просто поделили на 2. Точнее, оставили Алексеева небольшой кусочек и дело с концом. Но к чести Игоря Михеля стоит сказать, что вспоминают его и добрым словом. Именно при его правлении было впервые сказано: в Ухте не будет радиоактивного могильника, а хвостохранилище на Водном рекультивируют. Вот, это подтверждает его заместитель. Хвостохранилище будет реабилитировано, то есть укреплено, отгорожено и так далее. Вот все работы, которые в рамках проекта предусмотрены, все будут выполнены в полном объеме. По всем остальным участкам Росрау пока не работает. И пока не будет согласования с общественностью, с руководством республики, никаких работ не будет. Так что, когда контракт у Игоря Михеля закончился, он засобирался в Москву, многие восприняли новость с сожалением. Я никогда не расценивал власть как некий фетиш или некую, так сказать, вещь, за которую нужно бороться, за которую нужно держаться. И я с удовольствием констатирую тот факт, что сегодня у нас, наверное, может быть, впервые за последний период проходит смена власти такая эволюционная, естественная, в связи с окончанием срока полномочий, без каких-то там интриг. Более тут утрату ухтинцы демонстрировали все на той же страничке ВКонтакте. Михель ухтинцев поблагодарил, но остаться не пожелал. Через непродолжительное время пришел новый управленец. Администрацию муниципалитета возглавил Александр Бусарев. При вступлении в должность он говорил о том, что тут живет его мать, выросли его дети. И он готов отстаивать интересы горожан, работать в поте лица, потому что любит город. Я не люблю, когда подходит, вот так надо и так должно быть. Но не должно быть так. Во всем человек должен сомневаться и должен принимать решения, основываясь на каких-то физических, математических моделях, а не на каких-то умозаключениях, не основанных на реалиях. Жаль, что нежные чувства были безответными. Народ от чего-то Бусарева не взлюбил. Возможно, потому что в период его правления в муниципалитете стали происходить всевозможные бедствия. То теплотрассу в мороз прорвет, то мужчина, живущий на 5-м этаже малосемейного общежития, решит устроить взрыв. Тогда пострадал целый подъезд. Там этот парень один жил, Андрей. Жена ушла, а там вот этот Андрей, он один жил. Ага. Чем он занимается, что делать, не знаю. Недавно с больницы приехал. А весной и вовсе нефть пошла. Да прям по муниципальным рекам, вместе со льдом. Администрацию тогда хаяли не меньше нефтяников, а через пару месяцев начались и проблемы со стройкой под переселение из ветхого и аварийного жилья. В поселке Дальний дома этой программы по бумагам были сданы, а на деле оказались не готовы к въезду жильцов.
как депутат обращаюсь в администрацию. Обращение приходит как от руководителя администрации Бусарева, так и его заместителя Любанина с отписками. Будет восстановлено, возможно, при наличии финансирования или денег в бюджете. Из 6 домов, которые здесь, 4 уже сданы по бумагам, но на сегодняшний день вот нету ни ограждения, плюс сделали вот это болото, вот эта помойка. Не помогли Александру Евгеньевичу и гастроли по близлежащим поселкам. Видимо, люди хотели слышать, что их проблемы решаемы здесь и сейчас. Но с трибун мэр говорил: не сегодня. Так случилось на встрече с ярикжанами. Они требовали тротуаров на улице Советской, на что имели полное право. И вот что услышали в ответ. Тротуаров в этом году не будет. Вот, отвечаю. На следующий год в общей сложности, если мы с вами сделаем то, что сделали сейчас, и получим 90 миллионов, как мы договаривались с Лукойлом, тогда будем эту часть тротуаров восстанавливать. Последней каплей стало собрание инициативной группы по вопросам строительства ПЗРО в июне этого года. Ранее мэр Ухты прилюдно говорил, что пункт захоронения нужен. Когда он выступил на том самом собрании, ему не давали сказать слово. В итоге он пообещал. Вот этому я говорю нет. И пока я работаю в администрации, на этом месте... После этого заявления прошло 9 дней. Созвали внеочередной горсовет. На нем Александр Бусарев объявил о досрочном завершении карьеры мэра. У меня достаточно сложное решение, но я его принял. Когда я заступал на этот пост, с вашего же согласия, я вам сказал, что если я увижу проблемы мои в работе с депутатским корпусом и увижу, что нет поддержки, я приму решение об отставке, что я и делаю. Свои полномочия он оставил 24 июня 2016 года. У руля администрации Александр Бусарев провел всего около 8 месяцев. 3 августа у Ухты появился новый руководитель. Им стал опытный чиновник, бывший первый заместитель главы администрации Сыктывкара Магомед Османов. Ему не понадобилось много времени, чтобы о нем заговорили. На первых же планерках новый градоначальник показал всем Кузькину мать, отчитывал своих подопечных как школьников и за то, и за это. Каждый ГРБшник вместе с вами, ко мне я время буду назначать, мне четко ясно объяснить, почему те деньги, которые были выделены вам на 2016 год, они не используются, почему такая ситуация, в чем проблема. Просто даже на скидку, если так вот говорить, мое любимое управление ЖКХ, порядка 100 миллионов рублей незаконтрактованных. А мы ходим, кричим: дайте денег, дайте денег. Деньги у вас есть, вы просто перераспределить их не можете у себя. Или вот, инспекция по домам для переселения из ветхого и аварийного жилья. Проблемы с газом. Достается начальнику управления капстроительства Зубченко. Кто подписывал отходы домов? Вы подписывали? Да. Ну вот за это будете отвечать. Что с такими недоделками запущен дом? Будете за это отвечать. С переселением не все было гладко и у предшественников, но Магомед Османов решил пойти новым, неизведанным путем. Осенью волна возмущения поднялась из-за того, что людей из аварийного жилья в центре города решили перевести в пригород, в многоэтажки, которые стали достраиваться после многолетней заморозки. Именно предлагают дома в пригородной зоне, такие как Урмузе, Ветлосян и аэропорт. Но даже проблема больше не в этом, а проблема в том, что эти дома, в общем-то, старые, их реконструируют. Дома по 30 лет простояли. Переезжать из одного ветхого в другое ветхое, не совсем замечательно. Ответ мэра был прямой и безапелляционный. Надо соблюдать сроки по программе. Какой вариант нашли, такой и берите. И вообще, дома там нормальные. Нашли, как бы там ни было, вот этот Ветлосян, о котором мы говорим, клубное дело. Многие вопросы возникали там. Мы, прежде чем пойти туда, смотрели тоже вот там дом раньше там строился, он там в каком-то состоянии, все это дело, много было разговоров. Мы посмотрели, прежде чем войти туда, экспертизу полностью всего этого дома. Да, действительно, этот дом полностью прошел экспертизу. Фундаменты, капитальные стены, перегородки. Без проблем не обошлось и в доме, в котором в прошлом году прогремел взрыв. Он до сих пор полностью не готов к вселению людей. Каждый раз, когда Магомед Османов вспоминал о злосчастной пятиэтажке на планерке, управление капитального строительства получало по 1 число. Голос градоначальника гремел в актовом зале администрации с требованием все доделать за неделю, а ВОЗ и ныне там. Я ходила 6 числа на прием к Османову. Магомеду Нурмагомедовичу объяснил ему всю сложившуюся ситуацию. Он сказал, что этот вопрос он решит в ближайшее время. Я знаю, что вчера было собрание, где он встречался с Темником, с директором первого РСТ.
И я думаю, что как-то этот вопрос решится, мне хоть какой-то дадут вразумительный ответ. Темников сказал, что денег нет, и как бы делайте, что хотите. А еще и тот самый начальник управления капстроительства Сергей Зубченко написал заявление по собственному. Видимо, не вынесла душа поэта методов нового мэра, которые тот, очевидно, оттачивал годами. Ну а раз есть опыт, им надо пользоваться. Только что одному хорошо, то другому может и смерть. Вот, к примеру, реформа работы общественного транспорта. В Сыктывкаре прошла, уже несколько лет там попросту нет микроавтобусов на маршрутах. Почему бы не сделать так же в Ухте? Эксперимент не удался. 1 декабря ударил мороз, а ухтинские перевозчики не вышли на работу. С ними просто не продлили контракт. Может, минут 15-20, как бы. Раньше минут 5, может, самое большое. Я бывала 2 минуты стою, уже вторая едет сразу. Ситуацию выровняли, пригнав в Ухту сыктывкарский общественный транспорт с сыктывкарскими же водителями. В столице, к слову, хвастаются: у нас новые автобусы. Конечно, ваши старые у нас, в Жемчужине. А еще наш новый мэр уж до того любит столицу республики, что даже облагораживать город будут по типу Сыктывкара. Я и сегодня готов подтвердить здесь, и гарантированно могу сказать, что это будет, пойти по тому пути, по которому пошел Сыктывкар, то есть создание вот этих вот 11 площадок, так называемые городские легенды. Порывался новый мэр и на святое, на традиции ухтинцев. Хотел Новый год, как у них. В столице главный праздник с салютом в ночь с 31 на 1 делают. Да тут наши сказали: нет уж, будем как привыкли, в 4 часа 1 января, для детей. А вдруг, если бы согласились, в Новом году и зажили бы, как люди в Сыктывкаре.